В школах республики в полном разгаре переводные испытания и экзамены. Подрастающее поколение будущих строителей коммунизма показывает глубокие и прочные знания. О своей учебе за истекший год отчитываются ученики Фрунзенской средней школы номер 5 имени Пушкина. Председатель экзаменационной комиссии преподаватель товарищ Кадырбаева. Ассистенты, заслуженный учитель республики товарищ Рудаков и преподаватель товарищ Кенджибаева. За 11 лет среднюю школу номер 5 окончило около 1000 киргизских юношей и девушек. Скоро новый отряд своих воспитанников школа направит в высшие учебные заведения нашей великой страны. На сегодняшний день в Кыргызстане более 2000 школ, но национальная школа-лицей номер 5 – ровесница советской Киргизии. Именно так писал и говорил о ней Михаил Алексеевич Рудаков, который посвятил этой школе более 40 лет своей жизни. Михаил Алексеевич Рудаков родился в 1907 году в городе Пишпек в семье служащего. Несмотря на то, что он окончил Киргизский сельхозтехникум и был направлен проводить коллективизацию Калининского района, молодого специалиста отправили на преподавательскую работу, учитывая острую в то время нехватку квалифицированных кадров народного образования. Великая Октябрьская революция открыла кыргызскому народу дорогу к науке. До этого 99% населения были неграмотными. В 1926 году, когда школа только начала свою работу, в ней было всего 4 маленьких комнаты. Росла республика, и в одну ногу с ней развивалась и школа. Вот в этой школе почти с самого открытия начал работать с мобилизованной партией русский агроном Михаил Алексеевич Рудаков. В самых отдаленных районах и сел страны за знаниями потянулись дети чебанов и скотоводов. Первые годы преподавания были для Рудакова вдвойне трудными. Нужно было не только постичь все премудрости педагогики, но и овладеть родным языком своих учеников. Он постиг все, а после стал великим знатоком кыргызского языка и признанным авторитетом в этой области. Балдар, Гергеле. Саламатчылык, балдар. Бүгүнкү темасы химиялык реакциялар. Жазгылар. Химиялык реакция бул кээ бир заттардын баштапкы курамынан жана касиетинен айырмаланган башка заттарга айлануу процесси. Химиялык реакциянын 4 белгиси бар. Кечиккендигим үчүн кечирип сурайм, бир болсот. Бектур, сен эмнеге кечиктин? Бул экинчи сабакта. Химияны түнү менен жаттадым деп айт. Базелин тулсуз калды деп айт. Сулумду тайрап салды деп айт. Кечирип коесузбу? Уктап калыптырмын. Ай, Бектур, Бектур. Отура кой. Дептеринди ач. Лампалы. Химиялык реакциянын 4 белгиси бар. Биринчиси түз өзгөртүү. Экинчиси газ чыгаруу. Үчүнчүсү житин өзгөрүшү. Төртүнчүсү энергияны чыгаруу. Жаздыңарбы? Эми ушул тема боюнча тапшырманы аткаралы.
Бул маселе Олимпиадада болот. Өткөн жылы силер химия сабагы боюнча Олимпиадада жогорку балдарды алгансыңар. Азаматсыңар. Мен силер менен сыймыктанам. Бардыгыңар химик болосуңарбы? Бектурдан башлабыз, бардыгыбыз химик болобуз. Анда азыр текшеребиз. Ким тапшырманы аткарат? С того момента, как Михаил Алексеевич стал трудиться в сфере образования, вспоминал он о работе агронома только на уроках химии и биологии. Так распорядилась судьба, ведь все, кто видел его отношение к делу, называли его педагогом от Бога. Михаил Алексеевич много писал, его статьи часто выходили в учительской газете. С 1947 по 1959 год являлся членом редколлегии журнала «Мугалим Джардам» и журнала «Ленин Чилджаш» по 1961 год. Рудаков неоднократно избирался депутатом райгорсовета и горкома Компартии Киргизии. Вспомнить мне есть что, и было детство, даже по сегодняшнему уже взрослой оценке, было шикарное и доброе. Мы жили, вся наша большая семья жила при школе, в директорской квартире, которая была пристроена. Квартирка была такая, что с двух сторон был сад. Посадили мы яблони, вишни, и был огромный школьный двор, где мы бегали с подростками, такими же, как мы, учениками. В основном это были мальчишки. Приучали к труду ребят. И назад, тоже. Мы, как сказать, суббота, воскресенье нас сажали на грузовик, и вместе со школьниками мы ехали в поле работать. И это тоже было интересно и здорово. Помнится, конечно, учеников, как отец их ругал иногда, и как они плакали и говорили: «Агай, я больше не буду». Это тоже у меня запомнилось. И как они толпой ходили к отцу. И все проблемы решали. Отец рассказывал, как, что, почему. Нужно брать книги в руки, что нужно читать много, заниматься много, и что за вами, ребятки, будущее. И это проходило красной линией у отца. Это была все-таки школа-интернат, и дети проживали там. И напротив школы, через дорогу, было общежитие. И как отец каждый вечер ходил там, все проверял, успокаивал. В общем, с утра это был, собственно говоря, 16-часовой рабочий день отца, который он посвящал этим детям. Endi murunku okuçular, hazırkı da okuçular sorup atışat. Emine üçün mugallimlik kesibini siz tandap koyğanız. Yok, emine de cevap bereyim. Şu kesibim mağa cevap kalgan eken. Emine sebepten cevap kalgan. Gelecekteki kadrlardı dayardı, gelecekteki adamlardı dayardı, hükümet partiyanın janağı kadrlarını dayardı. Bu ardak iş eken. Uşu işti suyup alıp turup, ben nimelik mugallim bolup kalganmın. Oşonda birinci algaçkı mektepke, Frunze şaharındagı nomor 5-ci mektepke mugallim bolup işlep kaldım. Anan keyin завуч болдum. Bir top жылдар жанагы директор болдум ушул мектепте. Алгачкы жылдары мугалимдер аз болгон экен, окуучулардын саны да аз болгон экен. Анан 1938 жылы Михаил Алексеевич Рудаковду директорлукка шайлагандан баштап демилге көтөрүп баштаган экен. Ушул интернат, жатак мектебине айландыруу керек. Ошол ар кайсы региондордон таланттуу балдарды чогултуп ушу кыргыз тилинде Борбор шаарынан окутканга. Эмне үчүн бул кишинин эмгеги жогорку деңгээлде бааласа болот. Бул киши өзү орус улутундагы болгону менен кыргыз тилинде жакшы сүйлөгөн. Мына биздин мектепти азыр алгачкы мектеп дейбиз. Ал чын алгачкы мектептин бири Фрунзе шаарындагы. Бирок карагылачы. Жалгыз ушул мектеп болуп атат.
кыргыз тилиндеги окута тургандар. Эне тил шаардык мектептерде, шаарда. Ооба. Эми бул жанагы жетишсиз менин оюмча. Шаарда азыр жанагы кыргыз калыптар жанагы көп болуп калды. Эми жанагы немелер маселе мындай туруп атат. Эне тилинде окутуу үчүн дагы бир топ жанагы Фрунзе шаарындагы кыргыз тилинде окута турган мектептерди ачуубуз керек. Менин оюмча. Мана ошентип жанагы бул маселени министерство тарабынан жанагы немелерди чечилсин. Сегодня школа после многочисленных переездов и преобразований выросла в главный инновационный лицей столицы, которому через год исполнится 100 лет. Многие называют ее кузницей кадров, ведь именно из этих стен вышли самые известные в будущем деятели науки и искусства – свет советского Кыргызстана. А все потому, что воспитали их лучшие учителя. Все эти ребята, привезенные из далеких аулов, знали, что надо учиться, тем более их приучали к этому. И, кстати, поколение, которое воспитал отец, собственно говоря, построило республику. Это были такие ученики, такие. И еще я вспоминаю, как отец отправлял их учиться в Москву, в Ленинград отправлял. Они боялись, но он шел, и мы бежали рядом с отцом, сажал их в вагоны и до конца говорил: надо, приедете, вернетесь, будете строить. И они вернулись, и действительно, это был цвет. Вот не побоюсь сказать, это был цвет Киргизстана, это поколение, которое выросло при отце. Учеников было много, и, собственно говоря, и мы были привязаны к одному ученику. Это был Турсунбек Мусуралиев. Вы знаете, он окончил университет, был очень хороший математик, он получил звание кандидата наук и все. Это был, который сопровождал, это, собственно говоря, был наш родной брат, этот Турсунбек Мусуралиев. И до конца жизни этот ученик любимый был рядом. Кузница кадров, 5-я школа, в годы управления Рудаковым отправляла ежегодно в вузы Москвы, Киева, Одессы, Ленинграда лучших своих выпускников, которые возвращались в родные края инженерами, агрономами, экономистами, врачами и учителями. Именно так сложилась судьба одного из любимых учеников Михаила Алексеевича, Özkön Даникеева. Михаил Алексеевич, дайте характеристику мальчика. Мой ученик Özkön Даникеев. Вот его характеристика: очень прилежный, дисциплинированный, член ВЛКСМ. Где же его родители? Отца у него нет, а мать его умерла, когда ему было 3 месяца.
Но он всю жизнь воспитывался в нашем интернате. Очень хороший мальчик. Вы предлагаете направить его на учебу в Московский горный институт? Да, верно. Павлович, вы не ошибаетесь? Вы в характеристике написали, интересуется кино, часто посещает театр, ходит на выставки. Но мы вот изучили перед вашим приходом всю биографию Аскалана и узнали о том, что все его ребята, все друзья собираются поступать в Институт культуры и искусства. Также он изучает здания, архитектуру. Другие учителя говорят, что он отлично рисует и чертит. Его надо бы направить в архитектурный. Может быть, вы все же ошибаетесь? Может быть, не горное направление? Что скажете, Михаил Алексеевич? Нет, я не ошибся. Скажите, пожалуйста, а какая стипендия в предлагаемых вами институтах? В Институте искусств 120 рублей, насколько я знаю. 130 рублей в архитектурном. Я напомню, уважаемая комиссия, что мальчик сирота, а Московский горный институт предлагает стипендию в размере 195 рублей. Простите, но вы будете компенсировать разницу. Михаил Алексеевич, мен өмірімдегі ең жоғарғы білімді, ең жоғарғы тәрбиеші болған. Оқушылар менен қандай мамиле жасаса, мұғалімдер менен дәл ошондой мамиле жасачу. Бирөөнү улуу экен деп, бирөөнү кичүү экен деп санаш эмес. Баары да теңиз жүрчү. Биз байкайбыз да. Анан кийин бир эмеси жалаң эле химия менен калышпай, бул киши ошол окуучулардын деңгээли үчүн күрөшкөн киши болчу. Тартип дегенде ушундай жестко кармачу. Абдан катуу кармачу. Ал киши ошо сүйлөшүп, ошо бала менен баардашып, андан кийин бул баланын каякка жакыныраак экенин, ою каякта экенин билип алышкан да. Мен өзүм жаманбы, жакшы сүрөт тартар элем. Андан бул киши байкап калып, шаардагы жакшы деген тандардын баарын көрсөтүп чыкчу мага. Значит, сен эме болосуң, архитектор болосуң деп. Бул киши көбүнесе ошол маданияттын кишилери менен жакын көрчү. Биринчи кезекте Манасчы кадимки Сагынбай бар эмеспи? Атаңар, атабыз барыбыздын. Ошону чакырып, жолугушуу жасаган. Мектепте. Анан Баялинов деген ошол убакта абдан популярный ушундай жазуучу болчу. Аны чакырган. Дагы башка ушундай көрүнүктүү кишилерди чакырып турчу. Балдардан жолуктуруп турчу. Анан кийин Москвага болду деп. Анан эмне үчүн Москвага десе, мен ошол келгенден баштап жакшы окучумун. Анан кийин мектепти калдым мен бүткөп. Кызыкты, айылдан келген бала. Совершенная любовь к своему делу и упорный труд Рудакова остались в памяти у многих его воспитанников. Но Балдас Арнагоев увековечил воспоминания, посвятив своему учителю стихи. «Окуту чума» Михаил Алексеевич Рудаков-Го. Так он назвал свое произведение. Айрылып, ата-энемден көктөйүмдө, жабыркап, жар башына жеткенимде. Жылуу сөз айта турган тууганым жок, жалынып, зарымды айттым көктө күнгө. Атамдай, ардактадың акыл берип, апамдай эркелеттиң жакын көрүп, кез-кезде козгоп койсом жетимдиктен, кейидің қош көзіңе жашың келіп.
куттуктап 40ка келген тоюңузду, улан кыз орундаттык оюңузду, түбү орус, тили кыргыз окутуучум кана бир кармайынчы колуңузду. У отца часто были в гостях и поэты, ученики, геологи, и даже помню еще с детства случай, когда привезли ему и поймали в горах олененка. Да, тоже жил некоторое время с нами. В общем, детство, так сказать, у меня прошло очень интересное. И будущее, и мы так и сохранили любовь. Вы знаете, была привита любовь вот к киргизскому народу. Отец с матерью любили киргизские песни, часто радио слушали с удовольствием. Телевизор отец смотрел только на киргизском языке. С учениками разговаривал на киргизском языке. И я даже помню, что какой-то акын приехал на дачу к отцу и пел песни на киргизском языке долго-долго. Больше 200 научных и методических пособий в помощь учителю национальной школы написал Рудаков. У Михаила Алексеевича немало свидетельств признания его заслуг. Ему присвоено звание заслуженного учителя республики. За учебно-воспитательную работу он был награжден 3 почетными грамотами Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, 4 медалями, орденом Ленина и знаком почета. Но главная его награда – это, конечно, ученики. Бірінші курсты бүттім, келдім. Бірінші келгенде аны вақытта жаңағы сигарет деген жоқ болчу, беломор сатышчу. Анан ошол жаңағы азыркыдай пачка сатылган алып алдым. Келип, анан эртеси күнү келип, Нурбашка келип, Михаил Алексеевичке подарок деп дедим, белек десем, ушундай сүйүндү, Анан кучактап, башыма нөп, айтар, Кудай ушул Рудаковду ошол убактагы билим берген кишилердин авангарды деп билем. Ошон биз баарыбыз агай дечүбүз, айтып атпайбы, аялым болсо апа дечүбүз. Кудай ушундай кишилерден көп болсун. Не только поэты воспевали советских учителей. В 1980 году на выставке работ Гапара Айтиева, которую назвал «Мои современники», была представлена картина, посвященная нашему герою. Ее описывали так. Айтиев отдает дань старому учителю Рудакову, создателю учебника русского языка для киргизских школ. Через его руки прошли сотни и сотни детей. Среди его учеников нынешние госдеятели, творческие работники, рабочие и интеллигенты. Он очень уважаемый в республике человек. Портрет был написан в 1979 году. На картине Рудакову 72. Он при полном параде, с медалями на своем учительском пиджаке и, конечно, с открытой книгой, будто только оторвался от нее и задумался о прочитанном. Михаил Алексеевич дожил до 76. Его нет с нами уже как 40 лет. Но есть его ученики и ученики его учеников, которые продолжают трудиться на благо любимой страны, следуя примеру наставника. И пусть на земле Кыргызстана будет как можно больше таких просветителей, как Михаил Алексеевич Рудаков, учитель сердцем, учитель от Бога.